الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Вся хвала Аллаху Всевышнему, Ар-Рахман Ар-Рахим, по милости которого мы с вами продолжаем изучение Его имен и качеств. И если на прошлом уроке мы прошли с вами имя Аллаха, Ал-Латиф и Аль-Хабир, то это эти имена, которые указывают на какое качество? Кто нам напомнит? Аль-Латиф, Аль-Хабир. Что это у нас означает? Да, то есть это имена, указывающие на качество знания у Аллаха Субханаху ва Тааля. Аль-Латиф, также у него есть еще одно значение, это великодушие по отношению к своим рабам. Сегодня перейдем к имени Аллаха Субханаху ва Тааля, указывающее на качество скрывания и прощения грехов своих рабов. Это имя Аль-Гафир, Аль-Гафур и Аль-Гаффар. В таких трех формах это имя приходит. Аль-Гафир, Аль-Гафур и Аль-Гаффар. Имя, приходящее в трех формах. И что же оно, во-первых, означает и в языковом значении? Образовывается от слова Аль-Гафру. Аль-Гафр, что же такое Аль-Гафр? Это скрывание и покрывание. Аль-Гафр – это с арабского языка, то есть покрывание или скрывание чего-то. И когда говорят, что «Гафар Аллаху ляху», пусть же Аллах гафара ляху, то есть пусть Аллах сокроет ему его грех. И также арабы, например, говорят «Крась свою одежду в темное», «Фахуа агфар ливасхихи», потому что оно более скрывает грязь, то есть оно более терпящее грязь. На черной, на темной одежде грязь не так заметна, как, например, на белой одежде. Они говорят агфар, то есть она более скрывающая вот эту грязь, которая будет у тебя на одежде. И также, например, арабы говорят гафара шиба, то есть он, гафара, скрыл свою седину краской. Они применяют какое слово? Гафара. То есть скрыл седину краской. Применяют слово гафара. Вот. И слово магфира тоже образовывается от этого же. Магфира – это уже существительное, то есть сокрытие. Сокрытие. И также в арабском языке от этого имени образовывается слово мигфар. Это у нас шлем. Шлем, мигфар. То есть какое у него предназначение у шлема? Это покрывание, защита, сокрытие головы, защита этого. То есть мигфар, почему шлем так назван? Потому что он покрывает, скрывает голову. Значит, это имя, у него значение скрывание. И в трех формах оно у нас в Коране приходит. В форме Аль-Гафур приходит в 91 аяте. В 91 аяте Аллах применяет имя Аль-Гафур. И в 5 аятах применяет имя Аль-Гаффар. Аль-Гаффар. А Аль-Гафир же приходит лишь в одном аяте. Аль-Гафир приходит лишь в одном аяте. Некоторые примеры приведем в суре Шура. Аллах говорит: «Аля инна Аллаха хуаль гафур ар-рахим». Воистину Аллах, Он Аль-Гафур ар-Рахим. Ар-Рахим мы с вами уже прошли, так ведь? Это милостивое качество. Имя указывается на милость. И Аль-Гафур, вот мы вкратце его значение сказали. То есть он скрывающий грехи своих рабов. «Набби ибади анни ана аль-Гафур ар-Рахим». Скажи же, сообщи же моим рабам, что я Аль-Гафур и я Ар-Рахим, говорит Аллах в суре Аль-Хиджр. В другом аяте Аллах говорит в суре Аз-Зумар: «Инна Аллаха ягфиру адh-dhунуба джами'а, иннаху хуаль гафур ар-Рахим». Воистину Аллах скрывает грехи все грехи, ведь Он Аль-Гафур ар-Рахим. Ведь Он Аль-Гафур ар-Рахим.
И Аль-Гафир, мы сказали, приходит лишь в одном аяте. Это у нас аят в суре Гафир. Сама сура также называется Гафир. Гафир ад-дамби ва кабилу ат-тауби шадиду аль-айкаб. Он скрывающий грех, принимающий покаяние и суровый в наказании. Гафир ад-дамби, скрывающий грех, принимающий покаяние и суровый в наказании. Что касается Гаффара, в суре Нух Аллах говорит: «Факульту истагфиру раббакум, иннаху кана гаффара». Слова Нуха, алейхиссалям, Аллах в Коране Нух приводит: «Я им сказал: истагфиру раббакум, просите у своего Господа, чтобы Он скрыл ваши грехи. Воистину Он Гаффар, Он скрывающий грехи». Что же сказали ученые касательно смысла этого имени в отношении Аллаха Субхану ва Тааля? Как мы с вами уже изучали, в языковом значении, языковой смысл имени, он один. Но в отношении Аллаха Субхану ва Тааля, когда он применяется, там уже смысл может немножко меняться. Смысл может немножко меняться, как, например, имя Ал-Латиф мы с вами проходили. Мы сказали, что Ал-Латиф из его значений это быть мелким, ничтожным. Одно из значений. И, конечно же, по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля такое значение неприемлемо. То есть, наоборот, это, когда имя Ал-Латиф применяется, то есть Аллах, Он знает все мелкие и ничтожные вещи. На это указывает. Вот. И в отношении этого имени, что же сказали ученые? Ученый Аз-Зуджадж, языковед, живший у нас в X веке, он говорит, значение Аль-Гафру, значение Аль-Гафр в отношении Аллаха Субхану ва Тааля, Он тот, который скрывает грехи своих рабов. Он скрывает грехи своих рабов. И также Аль-Хаттаби, ученый, живший в XI веке у нас, он говорит, Аль-Гафар это тот, который скрывает грехи своих рабов. А что же такое, говорит, что же имеется под скрыванием грехов своих рабов? То есть он не раскрывает грех своего раба перед другими творениями. Человек грех совершил в тайне, никто не видел, и Аллах Субхану ва Тааля, Он скрыл его. То есть Он не дал другим творениям увидеть этот грех. Не раскрыл этот грех другим творениям, впоследствии которого это бы привело к позору его раба. То есть Он не раскрывает грехи своих рабов перед другими творениями. Как в этом мире, так же в следующем мире, в судный день, когда все люди предстанут перед Аллахом Субхану ва Тааля, когда миллиарды людей будут смотреть и стоять, Аллах Субхану ва Тааля, Он скроет эти грехи. Как в других хадисах приводится, Аллах Субхану ва Тааля, Он скрытно, то есть, можно сказать, шепотом, чтобы, даже не шепотом, а скрытно, чтобы никто другой не слышал, только ты услышишь, когда Он тебе говорит, ты вот этот грех совершил, ты вот этот грех совершил, ты вот этот грех совершил. То есть вот такие напоминают о твоих грехах. И человек это признает, и Аллах Субхану ва Тааля ему прощает этот грех. Это другой хадис, который приходит в этом значении. То есть он, который скрывает грехи и не раскрывает это перед другими творениями. Другой же ученый говорит, Аль-Гафир это который скрывает грех согрешившего человека и не наказывает его за этот грех. Не наказывает его за этот грех, чтобы другие об этом не узнали. Чтобы другие творения об этом не узнали. Что? И в этой, и в следующей. То есть это имя применяется и в этой, и в следующей жизни. И в этой, и в следующей Аллах скрывает грехи своих рабов. И что же касается вот этих форм, 3 формы мы сказали. Гафир, Гафур и Гаффар. Гафир – это у нас обычная форма действующего лица в арабском языке. То есть он прощающий. Если это прощение увеличивается, учащается, то это уже называется Гафур. Это у нас, мы уже с вами это проходили, гипербола называется, то есть форма преувеличения. Качество преувеличения. А еще выше даже этой степени есть уже у нас Гаффар. Гаффар – прощающий всем и все. То есть в таком смысле приходит. Естественно, сейчас мы это разберем, какие грехи Аллах Субхану ва Тааля прощает, а какие нет.
И в каком же порядке оно приходит? У нас Ибн аль-Араби, ученый Аль-Малики, касательно того, в каком же порядке должны эти имена идти, говорит, ученые пришли в разногласии. Одни сказали, что первая степень это гафир, прощающий. Если это учащается, это гафур, а еще более сильное это прощение, скрытие грехов, это гаффар. Вот. А другие же сказали, например, гафир, он в этой жизни скрывает, гафур, то есть в следующей жизни скрывает, и гаффар скрывает от глаз творений и от глаз грешников. Такое вот высказывание сказали. Но говорит, первое, оно более верное, а второе же, на него нет никакого доказательства. То есть, когда говорят, что гафир, значит, скрывает в этой жизни, а гафур означает скрывать в следующей жизни, то на это, говорит, никакого указания хадиса или доказательства нету. Мы же, говорит, с языковой стороны только подходим. Гафир, значит, скрывающий. Гафур, это уже более сильная форма, то есть скрывает всем. И гаффар, это еще более величество, великая формула гипербола. То есть имена Аллаха Субхану ва Тааля, Гафир, Гафур и Гаффар указывают на то, что Он скрывает грехи своих рабов. И об этом Ибн аль-Кайим в своей стихотворной форме, в своих стихах говорит следующее: «Ваху аль-Гафуру фалау ата бикурабиха мин гайри ширкин, баль мин аль-исьяни, ла атаху бил-гуфрани мил'a курабиха, субханаху хуа васи'у аль-гуфрани». Если он говорит, и он гафур, Аллах, он гафур. Если кто-то приведет огромное количество грехов, не помимо ширка, помимо многобожия, Аллах, субхану ва тааля, говорит, придет с таким же количеством прощения, скрытия, гуфрана. У нас на русский язык переводят как прощение, так ведь? Вот. Но более верно, значит, с языковой стороны, как мы сейчас поняли, это сокрытие. Потому что гафр, это у нас сокрытие переводится с арабского языка. И он придет с таким же количеством сокрытия грехов. Причист он от всякого, и он говорит, все скрывающий. Какую же нам пользу приносит знание этого имени? Во-первых, Аллах Субхану ва Тааля описал себя этим качеством, то, что Он скрывает грехи своих рабов, их прегрешения, их ошибки, большие и малые. Даже ширк, даже многобожие, Аллах его сокроет, если человек покается. Если он попросит прощения у Аллаха Субхану ва Тааля и покается, даже это Аллах Всевышний прощает. И в суре Аз-Зумар Аллах говорит: «Куль я ибадия алладзина асрафу аля анфусихим, ла тaqнату мин рахматиллах, инна Аллаха ягфиру дзунуба джами'а, иннаху хуаль гафурур рахим». Скажи, о рабы, которые совершили несправедливость по отношению к самим себе, не отчаивайтесь от милости Всевышнего Аллаха. Воистину Аллах скрывает все грехи. Джами'ан, он говорит, скрывает все грехи. Воистину Он аль-Гафур ар-Рахим. В суре Ан-Ниса Аллах говорит: «Ваман я'маль су'ан ау язлим нафсаху, thumma ястагфириллаха, яджидиллаха гафурар рахима». Если кто-то совершит грех или же несправедливость по отношению к себе, а затем он попросит у Аллаха истигфар. Вот это истигфара, говорим же истигфар. В арабском языке это формула истаф'аля. То есть вот гафара мы сказали, так ведь, это сокрытие. И если пришло вот этот впереди предлог истигфар, это в арабском языке означает просить что-то. В данном случае истигфар, просить сокрытие. То есть истигфар, если прямо перевести, это с арабского языка просить сокрытие твоих грехов или просить прощения, как переводит. Вот. И Аллах говорит, если они thumma ястагфириллаха, он попросит у Аллаха, чтобы он его сокрыл, истигфар сделать, астагфируллах скажет, то он найдет Аллаха гафур ар-рахим, скрывающим его грехи и милостивым. И какой бы, говорит, и чем больше становится грех, чем он страшнее и более велик становится грех,
прощение Аллаха также становится более великим. То есть это указывает, что не надо человеку отчаиваться. Как Аллах в Коране: «Ля тaqнату мин рахматиллях», не отчаивайтесь в милости Всевышнего. Какой бы ты грех ни совершил, какой бы он великий не был, если ты к Аллаху обратишься с мольбой о прощении, чтобы Он сокрыл этот грех в этой жизни, чтобы никто об этом не узнал. И также в следующей жизни, то есть сокрытие греха в следующей жизни означает, ты не получишь наказание за этот грех в судный день. Если Аллах в судный день этот грех сокрыл от всех остальных, то ты не получишь за это наказание, означает. То есть и какой бы грех ни совершил, ты у Аллаха будешь просить, и Он сокроет это. Какой бы он великий ни был. Даже ширк, даже многобожие. Ширк — это величайший грех, который, Аллах Всевышний не прощает, если только не сделать покаяние, не попросить у Аллаха, не оставить этот грех и не попросить прощения. То есть это указывает на величие этого качества Аль-Гафура, Аль-Гаффара. В суре Таха Аллах говорит: «Ва инни лагаффарун лиман таба ва амана ва амиля салихан thumma ихтада». В этой суре, в этом аяте Аллах говорит, кому будет Он скрывать грехи. Аль-Гаффар. По отношению к кому будет это качество его применимо? Он говорит: «Инни лагаффарун». Я гаффар. Мы уже сказали, что кто такой гаффар, да? Я, говорит, гаффар по отношению к кому? К тому, кто покаялся. Ва амана, и уверовал, и совершал благие деяния. Thumma ихтада, и был на прямом пути. И на этом он шел, на этом пути до конца жизни. То есть из этого аята следует то, что человек не имеет права совершать грехи и при этом оправдываться и находить себе успокоение в том, что Аллах, Он простит. Вот есть некоторые люди, это называется мурджиа. Это течение определенно называется, которое мурджиа. Они полностью отдались лишь в упование на Аллаха субхану ва тааля. У них нет страха. То есть они страх отбросили, и они лишь полагаются на Аллаха, на Его прощение. Так вот, это и есть заблуждение. Потому что Аллах говорит, Его прощение по отношению к кому будет? Он будет чьи грехи скрывать? Он гаффар по отношению к кому? Лиман таба. Кому, кто покаялся. Ва амана. И уверовал. Ва амиля салиха. И совершал благие деяния. Вот по отношению к ним Аллах субхану ва тааля говорит, Он будет аль-гаффар. И которые потом были на прямом пути, придерживались этого. И Аллах субхану ва тааля, Он не только скрывает грех, Он также этот грех заменяет благими деяниями. В суре Аль-Фуркан, 7 аяте Аллах говорит: «Фаулаика юбаддилу Аллаху сайиатихим хасанат, ва кана Аллаху гафуран рахима». И им Аллах заменит грехи на благое. Воистину Аллах, Он гафур ар-рахим. Тот, кто попросит у Аллаха субхану ва тааля прощения, сокрытия его грехов, Он не только скроет, Он заменит это, его грехи, за то, что ты после совершения греха сделал благое, сделал истихфар, покаялся Аллаху, Он за это грех, который ты совершил, Он сделает его благим деянием. Это, субханаллах, это милость Всевышнего Аллаха субхану ва тааля по отношению к своим рабам. В другом же аяте также Аллах говорит: «Илля ман залама thumma баддаля хусна ба'да су'ин фа инни гафурур рахим». В отношении также того, что прощение его будет лишь тем, то есть сокрытие грехов, Он гафур по отношению к тем, которые сделали несправедливость, а потом после несправедливости сделали благое, то Аллах по отношению к ним будет гафурур рахим. А не так, что человек лишь грешит, ничего благого не совершает, и при этом уповает и надеется на прощение Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля. То есть Аллах субханаху ва тааля в этом аяте для того, чтобы сокрыть грехи и прегрешения, Он поставил условие, это совершение благих деяний и оставление греховного. Если же человек не оставляет грех, такой как, например, ширк, то Аллах субхану ва тааля его не прощает. Ширк прощается лишь в том случае, если у Аллаха
попросить прощения и покаяться. «Инна Аллаха ля ягфиру ай юшрака бихи». В суре Ан-Ниса Аллах говорит, Аллах не прощает, когда ему предают сотоварища. То есть те люди, которые умерли на этом, на многобожии, не успели покаяться, то Аллах им никогда не простит. И поэтому в отношении мунафиков также в суре Аль-Мунафикун 6 аяте Аллах говорит: «Саваун алейхим астагфарта лахум ам лам тастагфир лахум ла ягфир Аллаху лахум». Нету, говорит, разницы. Все равно будешь ты просить за них прощения, истигфара. Или же не будешь ты за них просить. Это обращение к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Аллах не сокроет им грех, не простит им грех. Ла ягфир Аллаху лахум. Почему? Потому что они не покаялись. Они ушли из этой жизни, будучи лицемерами, мунафиками, и остались на своем, и Аллах им этого не сокроет. И в судный день они получат сполна наказание за те грехи, которые они совершали. То есть на нас обязанность совершать причины для прощения и сокрытия наших грехов. Совершать причины. То есть не отчаивайтесь в милости Аллаха. Это как раз таки указывает на то, что не оставляйте причины, которые будут способствовать прощению ваших грехов. Ля тaqнату мин рахматилля. Это не значит, что совершайте грехи и не отчаивайтесь, Аллах вам это простит. Нет. Это значит, не оставляйте причины, которые станут, то есть посредством которых Аллах вам простит ваши грехи. Но что же касается того человека, который совершил грех, будь то даже большой грех, конечно же, помимо куфра, неверия, многобожия или лицемерия, или других грехов, которые выводят из религии, как колдовство, насмехательство над религией, поругание религии и другие подобные грехи, то и он умрет, что же с ним будет? Он не успел покаяться, он совершал грехи, на больших грехах умер, скажем, то этот человек, он не является вечным обитателем ада. Он под милостью Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. Если Аллах пожелает ему по своей справедливости, по своей милости простить, в судный день он простит ему грех. Если же он пожелает его наказать по своей справедливости, то какое-то время Аллах, субхану ва тааля, накажет его в аду. И не знает он сколько. 10 лет, 20, 100, 1000, сотню тысяч, миллион лет. Лишь Аллах, субхану ва тааля, сколько он пожелает, он будет гореть за свои совершенные грехи. Если же Аллах пожелает, он может скрыть этот грех. Может, у него были другие благие деяния какие-то, и он из-за этих благих дел скрыл этот грех. Да, как мы знаем историю, как одна женщина, блудница, подошла к колодцу, выпила воды, и когда вышла из колодца, увидела то, что рядом собака, которая высунула язык от жажды и тоже хочет пить. Что она сделала? Она спустилась, набрала воды из колодца и напоила эту собаку. Из-за этого Аллах, субхану ва тааля, простил ей другие грехи. То есть, естественно, из-за какая у него была искренность при совершении этого благого деяния, это все учитывается. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам сказал: не оставляйте из благого ничего, даже малое не оставляйте. То есть, ля тахкиранна миналь ма'руфи шей'a, то есть не пренебрегайте из благого ничем. Валяу бишикки тамра, и делайте садака хотя бы половиной финика. Даже вот эта садака, которую ты дал, половину финика, может, например, даже после зарплаты, у тебя небольшая зарплата, но ты дал, это садака, ихлас, с искренностью, 50 рублей, 100 рублей, сколько ты смог, может, это даже садака станет причиной того, что Аллах сокроет твои грехи в этой жизни, какие у тебя есть, какими бы они больше не были, и в следующей жизни Аллах в судный день сокроет твои грехи. И что также следует отметить, то, что сокрытие грехов, гаффар, это Аллах оказывает по своей милости и по своему великодушию. И Аллах, нужно знать, что Он не нуждается в нас. Он не нуждается. Мы совершаем грехи, и Аллаху никак это не вредит. Мы совершаем благие деяния, Аллаху это никак его не обогатит, никак не улучшит его состояние. Он совершенен, он ни в чем не нуждается. Он богат, ни в чем не нуждается, но при этом Он прощает грехи своих рабов. Он скрывает грехи своих рабов. Это указывает на величие Его милости. Он в нас не нуждается.
Он может всех людей наказать за их грехи. Тут же человек совершил грех. Может, он вообще мушриком жил, да, на многобожии какое-то время живет. Но Аллах, несмотря на это, Он дает ему возможность, Он дает ему фурсат, что он покаялся, и Аллах прощает им эти грехи. Даже то, учитывая то, что Он не нуждается в нас. Он скрывает эти наши грехи. Просим же Аллаха, субханаху ва тааля, чтобы Он сокрыл и простил нам наши прегрешения, как малые, так и большие, в этой жизни и в следующей. И чтобы наши знания, которые мы получили, они были полезными нам, и чтобы Он облегчил нам совершение деяний согласно этим знаниям. Субханак Аллахум бихамдика, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. الله أكبر الله